Поселок Усть-Нера, районный центр Аймиконского улуса. Среди учреждений есть одно, занимающее особое место в общем списке – Аймиконский центр содействия семейному воспитанию. Небольшая историческая справка. Осенью 1947 года в селе Аймикон открылся детский дом. Первые воспитанники, их было 17, это дети трудного военного времени. Из тех ребят, первых воспитанников, вышли учителя, геологи, врачи, замечательные труженики села. В 1960 году в райцентре было построено двухэтажное деревянное здание специально для размещения там ребят детского дома. И Усть-Нерский детский дом, собрав под своим крылом 120 воспитанников из разных улусов республики, зажил своей жизнью. Уже тогда педагоги старались собрать вместе детей родственников, братьев, сестер, родных и двоюродных. В 1983 году из обветшалого двухэтажного деревянного здания детский дом переехал в пятиэтажное каменное, где и располагается по сей день. В 1989 году коллектив перешел на семейный тип воспитания, что позволило осуществлять заботу о детях-сиротах на более высоком уровне. Сегодня, после ряда реорганизаций, учреждение называется Центром содействия семейному воспитанию, и его воспитательные задачи значительно расширены. Политика республики сейчас, нашего правительства, направлена на то, что мы должны работать не только с детьми, но и с их родителями, чтобы дети возвращались в кровные семьи. А у вас дети какое время могут проживать, находиться? У нас по нашему уставу дети могут проживать вплоть до исполнения им 18 лет. Но если у нас родители тоже проживают в поселке, то мы работаем не только с детьми, но и с родителями. То есть у нас есть в штате психологи, есть соцпедагоги, которые проводят с родителями занятия, в том числе психологи работают, чтобы у родителей появилась мотивация, и родители восстанавливались в правах. И тем самым дети уходят домой. То есть на нашем примере у нас был в этом году случай уже, когда, слава богу, что у нас 5 деток ушли обратно в кровную семью. Мама с папой к нам приходили, занимались, и мы с ними беседовали, и психологи наши работали, и вот произошло чудо, и детки ушли домой. И вообще сколько детей сейчас? На сегодняшний день у нас 28 детей. 28 детей. Летом было чуть больше, потому что у нас еще были детки, которые закончили. В этом году у нас одна выпускница 11 класса была, девочка уехала, поступила, и 3 детей. У нас выпускники 9 классов, они уехали, поступили. И как они живут? Чем вообще они занимаются? Дети живут как в обычной семье. То есть у нас нет коридорного типа. У нас на сегодняшний день действуют 3 группы семьи, в которых проживают в 2 группах у нас по 10 детей и в одной группе 8 детей. В каждой группе 2 воспитателя. Воспитатели меняются по очереди. Детки утром просыпаются, кушают, как все детки, завтракают. Затем дети, которые посещают детский сад, они уходят в детский сад, школьники уходят в школу. После обеда школьники приходят домой, обедают, делают уроки. Кто-то ходит на дополнительные занятия. У нас есть в центре дополнительные кружки доп. Образования. И также дети у нас посещают вне нашего учреждения, они посещают кружки. Конечно, как бы ни было хорошо в нашем центре, а у нас действительно хорошо, дети, конечно, скучают и хотят домой. У каждой семьи есть шефы. Это еще тоже давняя традиция. Шефы, безусловно, помогают своим семьям. Это все осталось. Но, конечно, помощь разная, да, бывает. Где-то мы попросим машину, чтобы отвезти, там, привезти, потому что
Своего транспорта у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет. Валентина Станиславовна. Много лет ее работой является защита интересов ребенка. Даже ставшие взрослыми и уже семейными бывшие воспитанники дома всегда могут получить от нее совет и практическую помощь. Я защищаю права детей на сегодняшний день. Вот, к нам дети поступают с разных семей, и мы занимаемся, значит, алиментами, жильем, значит, социальными всякими услугами, летний отдых. Вот чем как бы я занимаюсь. Охраняю их благосостояние наших детей. Об обеспечении выпускников детского дома жильем. На сегодняшний день у нас идет все как бы все нормально. Сейчас детям стали жилье выдавать. Вот. Мы собираем все соответствующие документы вот, по статусу ребенка и ставим их в очередь. Работаем тесно с органами опеки нашего района. На сегодняшний день у нас 24 выпускника, которые мы сопровождаем. Из них на сегодняшний день 8 детей у нас студенты. Вот. В этом году у нас получили дипломы 8 человек, от чего как бы радостно. 6 человек у нас создали семьи, у них молодые семьи. И также вот получают жилье. За эти годы, наверное, квартир 15 получили в течение 5 лет последних. В Якутске, в Магадане, Уснере. Мы побывали во всех 3 семьях. Везде чисто, тепло и уютно. Вкусно пахнет выпечкой. Дети заняты своими делами. Все словно в обычной семье. Мама-воспитатель Валентина Бадмаевна Емигимова работает с января 1990 года. Вместе с мужем они навсегда отдали свои сердца воспитанным ими детям. Вся моя молодость тут прошла. Дети мои выросли. Но за это время, больше 40 выпускников, наверное, выпустила. Ну, многие успешные они. Со всеми я связь поддерживаю, созваниваемся. Первая моя выпускница уже бабушка стала. Уже под 50 лет ей. Вот. А вы сколько раз бабушка? Ой, я даже не считала. Вот мои все выпускники. Угу. У кого по одному, по двое. Многие высшее учебное заведение окончили. В 2010 году Юлия Рахимовна, у меня была такая девочка. Вот она поступила в Иркутский мединститут, стала врачом. Вот за историю детского дома, кажется, вот единственным врачом. Сейчас у нас 11 детей в семье. В основном все малыши. 4 из них детсадовских. Ну, весело тут. Хоть и тяжеловато, но весело. У меня никогда столько не было малышей. В основном дети старшего возраста были. Недавно с села 8 детей привезли. С Очагея и Микуна. Мама здесь обустроились. А они могут навещать детей? Они приходят. Мы им не запрещаем. Одну из старших воспитанниц, теперь уже 8-классницу Диану Субботину, привезли в Уснеру 5 лет назад из Соскылаха. Живут в нашей семье 11 человек. Все ходят на секции. У нас есть секция «Золотой локон». На 2-м этаже ходим к Людмиле Федоровне рисовать, шить. Учимся стричь друг друга. Есть секция «Вольная борьба». Ходят я, Рустам, и мальчики наши. Рустам, он уехал в Приморье, в Владивосток бороться. Девочки ходят в Золотинку танцевать. Недавно у нас Уйбучок и Катя участвовали в ДК. Также наши дети ходят в бассейн. В бассейн у нас обычно ходят дети от вольной борьбы и также просто. Малышей у нас 4. Они в детский сад? В детский сад. Здесь рядом. За ними ходим я и мама.
Дома мы делаем уроки, также помогаем друг другу, готовим. Нас Фантибиная учит готовить каждого ребенка. Ну, также у нас у каждого ребенка есть свободное свое время. Мы также ходим на кружки, убираемся из дома. В основном учеба. Да, в основном у нас учеба на данный момент. Как тебе лично живется? Мне здесь живется очень хорошо. У меня здесь есть все, что мне нужно. Могла ли эта молодая девушка, пришедшая работать в семейный детский дом в 1999 году, предположить, что останется здесь мамой почти на четверть века? Время так быстротечно. Ну, за все годы моей работы я выпустила более 40 детей. Все они как бы состоялись, создали семьи, получили профессию. Ну, конечно, не у всех все складывается, как хотелось бы, но в целом у всех все нормально. А вы руку на пульсе держите? Конечно. Конечно, обязательно. Общаемся постоянно, делимся своими проблемами, радостью. Ну и просто спрашиваем, как у кого дела. Сейчас 9 человек. Все школьного возраста на данный момент. Да, с 1 класса по 8. У нас есть замечательные шефы Сарала Сульма. И вот такой у нас замечательный человек Александр Анатольевич Копяков. И каждый год они организуют нам летний отдых. Обязательно выезжаем на Черное море или в санаторий, или в пансионат. И, в общем, и это каждый год. Дети оздоравливаются, дети посещают экскурсии, набираются здоровья и кругозора. Так что огромное спасибо нашим шефам. В этом году тоже как бы планируем. Мы говорили о жизни, о трудностях, которые, согласитесь, бывают в каждой семье, о детях и о людях, пришедших на помощь, давшим детям заботу, любовь и поддержку. Ведь дети по-прежнему остаются детьми. Каждому из них нужна семья. Деток у нас 9. И все такие маленькие. Нет, 2 у нас школьников, 1 взрослый. И 5 у нас садик. Садовские дошкольники. Что вы можете сказать вот о детях такого возраста? И мамы не хватает.